Далее автор, рахимахуллаху та'аля, говорит: аль-мартабату ас-салисату аль-ихсан рукнун вахид ва хуа ан та'буда Аллаха ка'аннака тарах фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه. Ступень третья – Ихсан. Ихсан, в отличие от ислама и имана, имеет один столб. Он заключается в том, что ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его. А если ты не видишь Его, то поистине Он видит тебя. На это указывает высказывание Всевышнего. Поистине Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела с ихсаном. Всевышний также сказал: уповай на могущественного, милостивого, который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и совершаешь движения среди падающих ниц. Воистину Он слышащий, знающий. Всевышний также сказал: какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, мы наблюдаем за вами с самого начала. Итак, ступень ислама третья. После ислама и имана это аль-ихсан. Аль-ихсан – благодеяние. То есть делать что-то наилучшим образом. Аль-ихсан, в отличие от имана и от ислама, ихсан имеет только один столб, один рукан. Один рукан. Какой рукан? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям объясняет: поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. Если ты не видишь Его, то Он видит тебя. Значит, один столб имеет ихсан. Один столб, но этот столб имеет две ступени, два уровня. Оба этих уровня, они высокие. Оба эти уровня похвальные, достойные. Но первый выше второго. Первый уровень, высшая ступень ихсана. Высшая ступень ихсана. Что это? Это поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь Его. Так, как будто ты видишь Его. То есть это поклонение такое, которое, оно называется ибадатуль мушахада, то есть поклонение видения. Поклонение видения, ибадатуль мушахада. Пусть Аллах субхану ва тааля сделает нас из тех, кто поклоняется Ему таким поклонением. Оно основано на любви. Оно основано на стремлении к Аллаху субхану ва тааля. Оно основано на томлении человека по тому, что есть у Аллаха субхану ва тааля, что уготовано у Аллаха субхану ва тааля. Любовь, устремление к Аллаху, томление, потому что уготовано у Аллаха субхану ва тааля. Будто ты видишь Аллаха субхану ва тааля. То, что ты видишь, оно для тебя очевиднее того, что ты видишь своими глазами. Очевиднее для твоего сердца того, что ты видишь своими глазами. Вот такое поклонение было у кого? У пророков и посланников. Означает ли это, что верующие, которые не пророки, не посланники, что они не могут достичь этого уровня? Конечно, уровня пророков и посланников они не достигнут, но этого вида поклонения, ибадатуль мушахада, может верующий достичь. Пусть Аллах нам поможет в этом. Это первая ступень. А вторая ступень ниже, но тоже достойная. Той первой ступени немногие могут достичь. Эта вторая ступень, достигает ее больше людей. В чем она заключается? Поклонение Аллаху. Какое? С ощущением Его наблюдения. То есть это поклонение основано на что? На чем? Оно основано на страхе перед Аллахом субхану ва тааля. Оно основано на желании убежать от Его наказания. Избежать его кары. Поэтому называется это твит ибадатуль муракаба. Ибадатуль муракаба, то есть ибада, основанная на ощущении контроля Аллаха, на осознании того, что Он наблюдает за тобой. И это на самом деле минимальный уровень. Это минимальный уровень, который должен присутствовать у любого мусульманина. Вообще посмотрите,
что получается? Мы говорим, что дин, религия имеет 3 ступени. Ислам, иман, ихсан. Иман выше, чем ислам, а ихсан выше, чем иман. Верно? Но это не означает, что предшествующий уровень не имеет что-то, предшествующий уровень, хорошо, не имеет что-то от последующего уровня. И что последующий уровень не включает предшествующий. Каждый, кто достиг степени ихсана, обязательно должен иметь что? 2 предыдущие. Ислам и ихсан. Ислам, то есть эти внешние действия с 5 столпами ислама. И должен иметь что? Иман прочный в сердце. Он должен быть муслим и му'мин. Каждый, кто является мухсин, то есть достиг ихсана. Му'мин, то есть у кого есть 2 степень, у него обязательно должна быть что? Она включает 1 степень. Ислам. Верно? Теперь наоборот. Уровень, который предшествует, в нем что-то есть от последующего. Мы говорили уровень ислам. Уровень ислам, то есть человек является мусульманином. Он вышел из рамок куфра и вошел в границы исляма, стал муслим. Да? У него есть вот эти вот 5 столпов. 5 столпов. 4 это, первый это шахада, потом что? Намаз, закат, пост, потом что? Пост Рамадан, потом что? Хадж. Первый шахада, свидетельство, в него входит и что? Что у него должен быть минимум чего? Необходимый минимум имана, веры в 6 столпов. Но что? Минимум. И у него же должен быть, что и ихсан тоже. Но минимум ихсана какой? У него должен быть таухид, ихляс. Ради Аллаха Субхану ва Тааля совершать деяние в соответствии с сунной пророка алейхиссалату вассалям. То есть благодеяние, да? Благое совершение деяния. Это минимум. Ихляс и что? Страх. Ихляс, искренность и мутаба. Следование за пророком алейхиссалату вассалям в деяниях. Да? И должен быть у него, конечно, минимум что? Всех деяний сердца какие-то. Любовь. И должно быть что? Минимум чего? Страха. Если у человека нет любви к Аллаху Субхану ва Тааля, вообще, и нет у него никакого страха перед Аллахом, он не может быть и муслимом тоже. Понятно, да? То есть минимум должен присутствовать. Последующая ступень, иман, когда он уже достиг степени имана, у него что? Ихсан, конечно, тоже присутствует. А ихсан уже, у него есть и ислам, и иман, и он еще поклоняется Аллаху так, как будто видит его. Или ниже ступень, да, но тоже достойная, что? Это великое ощущение контроля со стороны Аллаха Субхану ва Тааля. Да, у всех есть страх, но это страх особый, который заставляет человека бежать от наказания Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо? И автор потом приводит доводы. Приводит доводы, как он приводил доводы на что? На ислам приводил доводы? Приводил. На иман приводил доводы? Приводил аяты из Корана, приводит доводы на ихсан также. Посмотрите, он приводит: «Инна Аллаха ма'аллазина аттакау валлазина хум мухсинун». Поистине Аллах с теми, которые богобоязненные, которые мухсинун, то есть у которых есть ихсан, которые совершают деяния с ихсаном. «Инна Аллаха ма'аллазина аттакау». Поистине Аллах с теми, которые богобоязненные. С, как по-арабски с кем-то, с ма'a. Понятно? Ма'a. Предлог русский. С. По-арабски ма'a. Отсюда атрибут Аллаха ма'ия. Что Аллах, Он с творениями. Он сопутствует творениям. Мы говорим сопутствие или ма'ия. Это атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. Мы верим в этот атрибут в его буквальном смысле. Не в переносном смысле, а в буквальном смысле. Аллах Субхану ва Тааля со своими творениями, но его сопутствие соответствует его величию. Оно не подобно сопутствию творений, как творения сопутствуют друг другу, находятся друг с другом. Хорошо? Соответствует его, Субхану ва Тааля, величию Творца. И обязательно нужно избегать каких-то неправильных представлений по этому вопросу. Каких представлений? Что раз Аллах с творениями, что значит Аллах находится в непосредственном контакте с творениями. Алиязу билля. Да упасет Аллах от таких убеждений. Это заблуждение, неправильное представление совершенно. Или что Аллах Субхану ва Тааля, раз Он с творениями, значит Он воплощен в сотворенном мире. Алиязу билля. Да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Или что Аллах Субхану ва Тааля, Он смешан как-то с творениями в местах их нахождения.
Алиязубиля, да упасет Аллах субхану тааля. Аллах с творениями. Но сопутствие не означает нахождение что? В непосредственном контакте или смешение. Аллах субхану тааля сам сущностью своей в абсолютной возвышенности над сотворенным миром, над небесами, над аршем. Хорошо? Но при этом, что он сам над небесами, над аршем, он с творениями. Он с творениями. Что было понятно, Шейх ибн Таймия приводит в пример для понимания. Аллах субхану тааля наивысшее описание. Это, что просто было понятно. Творение, которое для нас великое, но для Аллаха субхану тааля ничтожное. Месяц, луна. Ближайшее небесное светило, да, в общем-то, к Земле. Человек идет и говорит, мы шли, а месяц шел с нами. А месяц с нами, да? В буквальном смысле, да, месяц с нами. Вот мы видим его, вот свет его изливается. Месяц с нами. Но означает ли это контакт непосредственный с месяцем? Что мы вот его трогаем, он среди нас, или он вот здесь растворен в воздухе? Нет. То есть даже месяц, который творение Аллаха субхану тааля, ничтожное для Аллаха субхану тааля, оно может находиться в возвышенности, при этом быть что? С нами. Сопутствием при этом обладать. Понятно? Аллах субхану тааля, ему наивысшее описание. Аллах субхану над небесами, но при этом он с творениями. И это, что вытекает из этого? С творениями, значит, Аллах субхану тааля все знает про нас, абсолютно все. Он нас видит, Он нас слышит, все, что мы не говорим, все, что мы делаем, Он видит, субхану тааля. Хорошо? Охватывает нас своим могуществом, охватывает нас своим господством, своей властью. Аллах с нами, со всеми людьми. Поэтому, когда в Коране или в Сунне сказано Аллах с кем-то, внимательно, вот это сопутствие Аллаха бывает двух видов. Сопутствие общее для всех людей, для всех творений вообще. Сопутствие особое, для особых. Из общего сопутствия что вытекает? Что Аллах субхану охватывает все своим знанием, своим видением, да, своим могуществом. Особое сопутствие, оно подразумевает, что из него что вытекает? Что Аллах субхану дает поддержку особую. Хорошо? Вот здесь в аяте. «Инна Аллах ма'аллазина аттакау, валлазина мухсинун». Поясни Аллах с теми, которые богобоязненны, и с теми, которые благодеющие, то есть у которых есть ихсан. Это какое сопутствие? Для всех людей? Подразумевающее знание, видение, слух Аллаха субхану. Нет. Это особое, которое подразумевает что? Поддержку. Да? Подразумевает поддержку. Аллах с верующими, с богобоязненными, с благодеющими, и Аллах дает им свою особую поддержку. Поэтому общее есть маия, сопутствие, которое охватывает все творения. Бывает, которое в отношении определенных личностей, как Аллах субхану тааля сказал Мусе и Харуну, не бойтесь, я с вами. Слышу и вижу. Я с вами, то есть своей поддержкой, да, с вами. Или пророк алейхиссалату сказал Абу Бакру в пещере, не бойся, инна Аллах ма'ана, не бойся, Аллах с нами. Аллах с нами. Это особое сопутствие. Иначе говоря, так любой человек может сказать, и любой и неверный может сказать Аллах с нами. В том смысле, что Аллах субхану видит, слышит, да? Что из этого вытекает? Здесь речь шла о чем? Не об этом. Речь шла об особом сопутствии, из которого вытекает что? Поддержка, да, и защита от Аллаха субхану тааля и помощь. Ахлю сунна валь джама подтверждает в отношении Аллаха субхану тааля этот атрибут, маия, сопутствие, все, что из него следует, в отличие от людей заблуждения. Поясни, Аллах с богобоязнен. Богобоязнен это кто мы говорили? Это те, которые сделали преграду между собой и между наказанием Аллаха субхану тааля. Посредством чего? Совершение того, что приказал Аллах, и оставлением того, что Он запретил, на основе знания, а не на основе невежества.